Задача любого музея – это сохранить историческую память и рассказать о славном прошлом уже подрастающему поколению не только на словах, но и наглядно, посредством документального материала, фотографий, писем, газетных статей. Ведет такую работу и Ингушский государственный музей краеведения имени Тукана Мальсагова на протяжении уже более 40 лет. Практически каждый день сюда обращаются большое количество людей – обычные граждане, чиновники, общественные деятели, творческая интеллигенция. Недавно фонд музея пополнился ценными материалами, связанными с образованием Ингушетии, и передал их на хранение один из тех, кто стоял у истоков создания республики – Азамат Нальгиев. Нальгиев Азамат Азиевич – это политический, государственный деятель, общественный деятель, и он занимал очень много государственных должностей в администрации президента нашей республики, Республики Ингушетия, и внес большой вклад в становление нашей республики, и возглавлял очень много гуманитарных миссий в то время, в 90-х годах, когда в соседних республиках происходили конфликты, и занимался вопросами беженцев. За годы государственной и общественной деятельности Азаматом Нальгиевым был накоплен большой объем документального материала, а где-то, можно сказать, и исторического, поскольку становление нового субъекта – это важная веха, и как это было, могут сказать только те, кто участвовал в таком значимом процессе, а Азамат Нальгиев был в их числе. И Магомед Сагов считает эти документы настоящей находкой для их музея. В его архиве находятся очень интересные материалы. Когда создавалась республика, проводился референдум. Ингушский народ за создание Ингушской республики. Касающийся этого материала, у него есть удостоверение, что он проводил референдум о создании Ингушской республики в Казахстане, в Киргизии, в Средней Азии в общем. Потом здесь есть обращения от республики, различные инстанции, федеральный центр, фотоотчеты, где вот он находился на разных форумах, гуманитарных миссий. Очень много документального фонда, которые обращения, какие-то вот проходившие события, форумы. И я думаю, эти материалы нам расскажут, особенно нашим потомкам, как создавалась наша республика, как жила. Документы, переданные в музей Азаматом Нальгиевым, в будущем могут стать хорошим подспорьем для экспозиции выставок, приуроченных к важным календарным датам. Этот материал очень важен для музея краеведения, в целом для народа нашего, для подрастающего поколения. Ведь этот материал показывает, как создавалась, становилась наша республика, Ингушская республика. И надо отметить, что эти материалы нами будут выставлены к нашим юбилейным датам, к дню создания республики, к дню организации вот этого референдума. Победа Советского Союза над немецко-фашистским захватчиком в годы Великой Отечественной войны западными странами и Америкой сегодня подвергается сомнению. История искажается, в связи с чем президентом России Владимиром Путиным дано поручение архивам и музеям вести работу по сбору материалов, подтверждающих подлинную историю российского народа. По популяризации истории рассказать о защитниках страны в годы войны, чтобы подрастающее поколение знало каждого героя в лицо. И вот в рамках исполнения поручений главы государства вот эта работа Музеем краеведения сегодня проводится и будет продолжена. Вот в Музее краеведения сегодня собрано более 100 тысяч листов архивного материала, фотоматериала и другого материала, и материалы, касающиеся Великой Отечественной войны, революционной славы. Ведь значительное место занимает установлению советской власти на Кавказе нашим народом. В музее хранятся документы, связанные с созданием ингушской автономии в составе РСФСР, об участниках Первой мировой войны, воинах-ингушах, входивших в ингушский полк дикой дивизии, о трудовой славе народа. Различные периодические издания собраны за весь советский период. Накоплен музеем и большой книжный фонд, археологический материал и многое другое. И документы, переданные Азаматом Нальгиевым, связанных с республикой в период становления, дополнит фонд музея.